Вы только ждите, когда я нормальный ответ дам. А как мне понять, что вы дали уже нормальный ответ? Ладно, хорошо. А там, может быть, вы паузу сделали, а у вас там еще целая... Да, прям в размышлении. А я сказала, подождите, я еще не ответила. Хорошо, вот тогда вы так и говорите, Бадмаханда. Хорошо, хорошо. Самия Нанухидут. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях легенда бурятской народной музыки, фолк-певица Бадмаханда Айшеева. Бадмаханда Самена. Самена. Бадмаханда, а почему вы обычно на сцене все время выступаете в Дегале, а сегодня не в Дегале пришли? Не знаю. Хотела удивить. Отлично. Просто интересно, почему народные певцы любят выступать в Дегалах, а в обычной жизни предпочитают западное платье? Тут нет никакого противоречия, на ваш взгляд? Ну нет, я бы сейчас, наоборот, думала, может, без Дегала выступить, спеть народную песню на сцене. Ну да, но может быть тогда и в жизни тоже носить Дегал? Тогда в жизни буду носить Дегал. Отлично, отлично. Но вам комфортнее в повседневной жизни как? Ну, в Дегале или в западном платье? Я же все время за рулем, поэтому мне комфортнее вот так. А если Сагалган, например, ближе, вот прямо скоро, наверное, я начну Дегал одевать вместо шубы. Это же круто. А почему только на Сагалган? Почему так редко? Ведь обычно же только по, как я замечаю, только по торжественным каким-то событиям, а в привычной жизни Дегалу нет места. Нет, это, наверное, неправильно, что я не ношу Дегал, в самом деле. Думаете? Да, я думаю. Вот, может, после вашей передачи прямо начну сразу. С другой стороны, напротив, на сцене вам никогда не хотелось от него отказаться и выглядеть более женственно или, может быть, даже сексуальнее? Ой, нет. Насчет сексуальности, наверное, речь не может Почему, идти. Бадмаханда? Вы выглядите красивая женщина. Потому что, но все-таки я же исполняю народные песни. Ну, а что с ними не А так? там женский образ народный, ну, бурятская женщина должна как бы выглядеть скромно, все закрыто, и должно вот просто от души все, что Вы можете делаешь, как-то творить. эту закрытость объяснить, откуда она берется? Это воспитание, это наши традиции. Ясно, ясно. Бадмаханда, вас что-то отличает от других исполнителей народной музыки бурятских? Или разницы особой нету? Я думаю, особенно нету, но, может, мы немного по-другому думаем. Бадмаханда, как думаете, удалось вам какой-то заметный вклад в бурятскую культуру внести? А если народ мое творчество, да, признает, и меня как певицу любит, значит, я что-то сделала. То есть все-таки сделали что-то? Надеюсь. А вы себя можете к бурятской эстраде отнести, к звездам бурятской эстрады? Или же вы не с ними? Ну почему бы нет? Я могу и эстрадную песню спеть, и народную. Ясно. Когда народную музыку умеешь, мне кажется, хоть потом можно джаз спеть. То есть это же основа. Звезда бурятской эстрады, это тоже можно так про вас сказать, в принципе. Ой, я не люблю это слово звезда. Хорошо. Звезды же далеко на небе. Отлично, отлично. Я же ближе к земле, вот сижу прямо. Здорово. Я видел Очень документальное кино про вас «Шэньхэнская царица». И там есть сцена, где показан ваш домашний быт. В частности, как вы ухаживаете за мужем, подбираете ему наряд, завязываете галстук и даже пшикаете туалетной водой. Но не кажется ли вам, что в современном мире уже не место отношениям, когда женщина занята тем, что обслуживает мужчину, Бадмаханда? Ну, если ты успеваешь и так, почему бы нет? А что, вам не нравится, когда жена ухаживает? Ну, почему? Дело не в этом, я хочу вашу позицию узнать. А моя позиция, почему бы нет? Я же в первую очередь мама, жена, потом артистка. Но в какой-то момент, конечно, для меня большое место занимало как бы домашний быт. Так. Ну, это, скажем, лет там сколько, вот последние несколько лет. Уже больше не занимает? Ну, не в той степени? Сейчас сейчас немного времена же меняются. Конечно, думаю, и люди меняются. И люди меняются, и вообще потребности народа, что почему я не пою. Хорошо. И так далее. Поэтому я вот сейчас настроена прямо
творчеством заниматься. Бадмаханда, вы лучше говорите по-бурятски или по-русски? Ой, по-бурятски, конечно. А по-китайски помните? Помню, И читать тоже умеете? умею. А сложнее читать вам по-русски или по-китайски? По-китайски. По-китайски Я уже в сложнее. России живу 23 года. Ну вот в том же фильме, да, «Шанхайская царица», вы со всеми героями, кроме своей мамы, говорите по-русски. И даже со своим мужем общаетесь по-русски. А почему? Ну, ему понятнее Несмотря на то, русский что вы язык. сказали, что вам тут понятнее бурятский больше. Но я дома-то говорю по-бурятски. Ясно. А мы, потому что вокруг люди же, которые не понимают Ну, получается, бурятский русский язык. все-таки более удобный в современном бурятском обществе, чем бурятский. Нет, для меня бурятский удобнее. Ясно. Но в фильме-то все-таки вы говорите большей части по-русски. Потому С что бурятами. все операторы вокруг нас, все, чтобы они понимали, которые люди все на русском говорят, поэтому я их тоже, наверное, уважая, говорила по-русски. Вы родом с Шэньхэна, получается, с Китая. Да. А много сейчас там бурят живет в Бадмаханде? Ну, около 10 тысяч, наверное. А они все хотят перебраться обратно в Бурятию или им там неплохо живется? Сейчас, мне кажется, там неплохо. Ну, сейчас вот Я где- не знаю, я их мнение так-то не спрашивала. Хорошо. Я- Но жизнь где лучше сейчас? Там или здесь? А где нас нету, там лучше. Отлично. Отлично. А вообще есть какие-то отличия между шэньхэнскими бурятами и бурятскими бурятами? Конечно. А в чем Бадмаханда? Наши шэньхэнские буряты почти как я. Все-таки ваши они. Да, конечно, я же там родилась. А наши бурятские буряты Так, почти как вы. ясно. Ну, что вы имеете в виду? Именно Бадмаханда, у нас же ведь много отличий. Вы, наверное, не обо всех. Нет, шэньхэнские буряты, у бурят, у них судьба же сложная. Ну, я не сказала бы, здесь тоже легкая судьба, но как-то все равно мы же эту родину оставили, уехали, должны, уехали вынуждены, получается. Поэтому там, конечно, в течение там 70, 80 лет они, конечно, вот, Были в изоляции. да, ну не сказать изоляции, так тоже нельзя, Нельзя потому сказать. что никто их не трогал, ну как бы. Нет, я имею в виду в изоляции от бурятского общества. Да, от да, большого да, общества. да, от большого. Но там они зато, что отрадно сохранили традицию, одежду, язык и воспитание, вот, воспитали детей примерно как я, да, например, все старших уважают, язык знают и гордятся, что они есть вот именно вот шэньхэнские буряты. А здесь большая культура, конечно, русская культура, и все образованные. Но плохо и- это или хорошо? С одной стороны, хорошо, почему бы нет. Зато вы вообще, весь мир для вас открыт. Понятно. Ну, я думаю, и для вас тоже Бадмаханда. Для меня тоже, мне Ясно. очень повезло. А есть ли место у шэньхэнских бурят кумовству, родственничеству и клановым связям? Ой, вы такие вопросы задаете. Еще раз можно? Есть ли среди шэньхэнских бурят место кумовству, родственничеству и клановым связям? Это как понять? Это вот когда, Попроще. допустим, я добиваюсь какой-то позиции в обществе или А. еще где-то, и начинаю подтягивать туда людей, исходя из своих личных интересов. Как правило, это родственные интересы. Вы это ближе к политикам меня тянете. Ну, не Но только к я, политике. конечно, не люблю такие вещи, но я же там не жила, не знаю. Не знаете? Не знаю. То есть не можете сказать точно. Ну, я бы не хотела. А там наверное. шэньхэнские буряты, они между собой как-то делятся, или они там все просто шэньхэнские буряты? Что им делиться? Всего 10 тысяч. Ясно. А к российским бурятам они как относятся? Очень хорошо. Ясно. Все родственники здесь. Ну, вы в большей степени сейчас шэньхэнская бурятка передо мной или бурятская бурятка? Если скажу 50 на 50. Ну, это самый простой ответ, чтобы никого не обидеть. Так нельзя, Бадмаханда. Ну, я же шэньхэнская бурятка. Отлично. Вообще у меня душа просто, воспитание шэньхэнское и так далее. Но, хотя, опять же, я уже говорю по-русски. Да. Уже думаю... По-русски? Нет, как бурятские буряты. И
немного у меня, конечно, сознательно в это сознание по-другому. Ясно. Ближе, наверное, российский. Падмаханда, вы когда-нибудь пробовали бузы на Шинхэнской улице в центре города здесь, в Улан-Удэ? Каждый день кушаю. Они похожи на настоящие позы, которые в Шинхэне готовят? Или это Да. только на красивые названия для местных? Нет, похоже. То есть там точно такие же бузы в Шинхэне, Да, как и на да, Шинхэнской улице? да. А в какой кафешке самые лучшие у нас бузы тут? Вы как шинхэнка можете сказать? Ну, все вкусные. Я каждый день меняю. Где-то там суп, где-то бузы, Ясно. где-то... Вы ведь, получается, с детства контактировали еще с китайской культурой? Где? Ну, когда жили в Китае, Конечно, в Шинхэне. А конечно. потом, когда в Россию приехали, начали иметь дело с русской. Да. А какой проще адаптироваться, китайской или к русской? Вам было? Ну, в Китае же я родилась, что мне там То есть вам адаптировать? китайская более ближе, получается? Ну, адаптация прошла на это, русскую культуру, как бы. Ну, я же получается, я же как бы заново приняла эту культуру. Русскую? Да, новую культуру. А китайскую вам даже принимать не приходилось, Ну, она просто конечно, была? просто была, да. Ясно. Ну, в китайской у вас что-то есть? Вы можете там вести себя как китаянка где-то или что-то такое? Или у вас этого ничего не осталось уже? Ну, можно сказать, вообще ничего не осталось. Я Серьезно? же маленькая была, ну, Ясно. 14 лет всего. Падмаханда, а вы здесь в Улан-Удэ по выходным поете на свадьбах или по юбилеям? Очень просят, когда. Конечно, пою. Почему бы нет? А дорого ли стоит, допустим, незнакомцу пригласить вас? И вообще возможно ли это? Нет. Невозможно? Да, даже не очень дорого. То есть каждый может позвать Падмаханду к себе? Почему бы нет, если народ хотят услышать? Вообще легко. Да. А сколько примерно это могло бы стоить? Ой. По-разному. За одну песню? А я просто смотрю, кто вот. Когда вот люди вообще не могут, да, платить в каком-то состоянии, ну, им очень тяжело, но хотят послушать. Я могу просто прийти и спеть. Но они же на свадьбу нашли деньги, наверное, могли бы найти бы тогда и на то, чтобы оплатить труд народной певицы. Такие мысли у вас не появляются? Не знаю, вот я даже иногда думаю, я вообще как думаю иногда. Вот мама моя все время говорит, если тебе дал Бог Мгм. голос, да, а если ты суждено вот эту песню среди народа, как бы, Мгм. я вот по мамину наказу я должна прям в деревню ездить, там петь там, деревенским жителям песни деревенским, свои. да, жителям. И также, когда вот деревенский какой-нибудь парень, скажем, хочет жениться, но ему очень трудно, например, Мгм. мой труд оплатить, ну, я могу просто прийти и спеть. Ясно. Ну, конечно, сейчас время, кроме пения, я же пока ничем не зарабатываю. То есть вы нигде не поэтому- работаете и нигде денег не зарабатываете, кроме как пением? Да, поэтому, когда они платят, я тоже рада. Ну, У меня какие-то все-таки дочка. нормальные деньги приносит это пение? Можно прокормиться? На свадьбах, когда Ну, да. поешь? Ну, я не знаю, где вы выступаете. На юбилеях, может быть. Ну, как сказать. Или там особо не прокормишься? Я думаю, особо нет. Особо Надо не прокормишься. что-то надо другое сделать, чтобы зарабатывать деньги. Падмаханда, в бурятских песнях очень много поется про мать и отца, а также про растения, птицы и прочие элементы мира природы. Но почему, по-вашему, так мало песен про герлфренда или бойфренда, мужа или жену и вообще про любовные отношения? А вот как раз я думала, может, начинать надо про это петь. Думаете? Да. А почему раньше этого не было совсем и нету? Но это же в бурятских народных песнях сперва про коня поешь, потом Конь. про конь, потом любовь. Не Конь, потом родители, например. Ну да, но вот именно отношения между мужчиной и женщиной, романтики и секса вообще нету, согласны? Или Ну, же, там были, но вы должны очень хорошо бурятский язык. чтобы романтику и секс почувствовать? Да, язык знать, чтобы что там написано. Там очень философское все написано. Падмаханда, вы ведь за границей выступали, правильно? Да. А почему именно вы? Почему, допустим, такие наши суперзвезды, как Булмасан Рапова, Чингис Роднаев или тот же Хандажапов не востребованы на Западе? Ну, чем- там отличие. Просто я Скажите, пожалуйста, в чем отличие? пою народную музыку. Ну да, но Роднаев тоже поет народные песни. Объяснений тоже нет. Так получилось. Мне повезло. Хорошо. Буквально еще парочку вопросов. Падмаханда. Не надоело ли вам по 100 раз петь на Иннова и ЕЖД? Ведь в этом нет никакого развития. Я согласна, что нет развития. Серьезно, но- согласны? Да, согласна. Но народ требует. Отлично. Почему вы сами не пишете материалы, поете только чужие песни?
Но я больше пою народную музыку, которую вот хотела бы сохранять на следующее поколение. Ясно. Мадам Ханда, почему у вас много аудиозаписей, а ни одного нормального видео нету пока? Вот, может, вы мне запишите. Мы с удовольствием вам запишем. Да. Надо договориться. Спасибо, да, Хорошо. надо договориться. Бурятия или Шенехэн? Бурятия, Россия или Китай? Россия. Сысыгма или Бадмаханда? Сысыгма Бабударджин, я имею в виду. Ну, конечно, Бадмаханда, о чем речь. Отлично. Это же я, Шенехенские бузы или орангойские? Шенехенский. ЖД или Наиннова? Наигнова. Отлично. Спасибо большое за участие вам, Пожалуйста. Бадмаханда. Пожалуйста. Все. Теперь песенки. Новый провокатор. Друзья, мы приготовили прекрасный творческий номер. Это песня, которую поет Бадмаханда, ЖД. Чем Бадмаханда отличается эта песня про маму от других песен про маму? Тем, что эту песню исполняю я. Отлично, Бадмаханда. Хин буян сыгнышагуил, хим дулан нюден хол, дерюм бехагуил, алиган дертинжен, сыткели марю сағаң айқаң ханател ориған сажимыни ури худы ургеже ажахунат эжим ханан ури догет эгел жарган аябана алиган деретинжен сытхали марю сағаң айқаң ханател ориған сал Бесподобно. Спасибо.